Салам алейкум, хурматлы милләттәштәр. Здравствуйте, уважаемые друзья, кардәштәр, соратники. Очередное видео с анализом тех событий, которые произошли вчера, а именно с мятежом Пригожина и его ЧВК «Вагнер». Данное событие нам предоставляет большую возможность большой материал дает нам для огромного анализа, как все было, почему так произошло и что будет. Вот сейчас много различных экспертов выдвигает свои теории, как это заговор был ли, многоходовочка, или действительно Пригожин сам восстал против своего же босса. Ну, я считаю, что никакого здесь многоходовочки нету, никакого заранее заговора не было. Действительно, Пригожин вошел в очень жесткое столкновение с Министерством обороны, ну и попытался решить этот вопрос так, как он умеет, силовым путем. На сегодняшний день, но это я уже говорил в прошлом видео, я здесь хочу поговорить о другом. Все мы видели, как Пригожин со своим ЧВК «Вагнер», да, в 25 тысяч человек, и то там даже, говорят, участвовало не все 25 тысяч человек, очень резво и быстро дошел практически до Москвы, остановился в 200 километрах от Москвы, захватил несколько регионов, больших, крупных регионов, установил там свою власть и контроль. И самое главное, что я хотел здесь отметить, это то, как встречали местные жители Пригожина. А встречали они его очень прекрасно. Каждый старался с ним сфотографироваться, поздороваться, восхищались им. То есть они в нем видели ту власть, которую уже год как потерял Путин. И с каждым днем все теряет. А вчера по нему был нанесен огромнейший удар по его авторитету, его личным поваром, Пригожиным, да? Вот. И сейчас жители, жители тех регионов, которые захватил Пригожин, это там Ростовская область, да, Липецкая, Воронежская, там жители все русские. 90 с лишним процентов все жители этих регионов русские. Так вот, они не видят сейчас в Путине силу, которая когда-то была, которую они когда-то уважали, авторитет. Они сейчас этот авторитет и силу видят именно в Пригожине. И им плевать то, что Пригожин дважды судимый, что он отсидел 10 лет. Им плевать, что его бойцы это на 90% судимые зэки. И их вообще это не останавливает нисколько. Для них он авторитет. И видно, что они восхищаются его силой, его решительностью. Это говорит о чем? Вот здесь самое главное. Это говорит о том, что русский народ, который сегодня проживает в центральной России, возможно, он отличается от уральцев, возможно, отличается от сибиряков, но, скорее всего, отличается. Так вот, те русские, которые сейчас живут в центральных регионах Российской Федерации, это люди, которые мечтают о сохранении империи. Они никогда не согласятся на независимость национальных республик. Они хотят иметь во главе себя жесткого, сильного лидера, авторитарного, тирана. Пусть это будет тиран, но он будет чтобы жесткий, чтобы он мог там всем показать Кузькину мать, как говорится, да? Так вот, какие выводы нам сделать, нам, башкирам, здесь стоит? Это говорит о том, что выводы здесь такие, что нам можно рассчитывать только на самих себя в основном, на свою силу, на свою сплоченность. Потому что если к власти в час X, когда рухнет вся система, к власти начнут приходить вот такие вот, как Пригожин, лидеры, то они легко пойдут на нас с войной, чтобы попытаться нас вернуть назад в Россию, да, в состав России. И только жесткий отпор сможет остановить их. Такие люди понимают только силу. Поэтому рассчитывать на то, что нас поддержит там другое население, других регионов, там будет голосовать за то, чтобы мы были независимыми, не стоит. Все в наших только силах. Все только в наших руках, в нашей решимости. Если мы реально захотим быть независимыми, мы ими станем. Конечно, придется за это побороться. Скорее всего, с оружием в руках. Но по-другому никак.
Потому что я лично не хочу, чтобы мой будущий Башкортостан находился в составе России, где правят вот такие вот Пригожины с его командой из уголовников. У нас сейчас в Республике Башкортостан премьер-министр, человек, который был судим за изнасилование. Зачем нам это надо? Нам нужен свой независимый Башкортостан, где нами будут править люди, избранные нами на всеобщих выборах, всереспубликанских выборах, честно избранные. А русский менталитет, вот именно тех центральных регионов, он неисправим. Это люди, которые в основном, как я смотрел карту, составляли раньше основное крепостное население. Это люди, которые до сих пор мечтают по сильной руке, барин, помещик. Все, по-другому никак. Они не видят эту жизнь в составе России. Поэтому, еще раз говорю, наш основной вывод из моего видео, это то, что нам нужно рассчитывать только на самих себя. Таких тиранов, жестких авторитарных лидеров, как Пригожин, будут приветствовать русские, будут подчиняться им. Нам же такие люди не нужны. Мы должны выходить из состава России, жить независимо, отдельно от Москвы, от Путиных, от Пригожиных, от Шойгу. Пусть они свои разборки сами там учиняют. Мы как-нибудь сами, с усами, как говорится, да, сами у себя разберемся, сами наведем порядок и создадим экономически развитое, сильное, процветающее, независимое государство Башкортостан. Всем спасибо. Хау